Sразу değiştirmiyoruz. Maçlardan kral vermiş. Пришлось опять задыхаться на вечер. Я ему свой костюм дала. Вот здесь разрезали. Ага. Сюда вот я на работу не имею.
Ну, может, это немножко подальше подвинуть. Людям не видно. Пусть тебя будет пугом.
Сейчас главное вот это.
Güzelce. İyi. Tamam, bir gün. Altında. Bu baldırdan önce gösterir. Baldırı. Güzel. Bu baldırlar işe. Bardaşın arası. Дорогие родственники, Александра Куйруковна, Антонина Иосифовна, Алексей, Андрей, Валентина Ивановна, близкие Валерия Ивановича Чептынова. Уважаемые земляки, друзья, товарищи, в рассвете жизненного пути на 53-м году в заботах, делах, в надежде перестало биться сердце Валерия Ивановича Чептынова. Весь его жизненный путь от зоотехника до большого государственного деятеля и как комсомольского партийного руководителя республики, и как главы республики Алтай, а затем председателя правительства, и как члена Совета Федерации, это путь верного служения своему народу Республики России. Нет с нами Валерия Ивановича, обаятельного, талантливого, мудрого, как его любовно называли коллеги в России, вождь. Человек, который воплощал в себе все лучшие качества гражданственности, гуманиста, национальной самобытности. Ему в сложнейших условиях реальной жизни были всегда присущи терпение, оптимизм. Как он говорил, служение Родины не терпит суеты, но при этом оставался волевым, трудолюбивым, широко эрудированной личностью, спокойным, уравновешенным, добрым семьянином, поэтом и тонким рассказчиком. Самое великое наследство, которое оставил Валерий Иванович, это дружба народов, национальное согласие, доброжелательность, отзывчивость к людям, умение сопереживать их заботам, отдавать всего себя их интересам. Самая добрая память о нем – наши дела. Чтобы все, что он задумал, делал со своими коллегами, членами правительства, депутатами Государственного собрания, а он был на этапе крупных практических решений в экономических вопросах, становлении и развитии государственности в Республике Алтай, взять и довести их до конца, наполняя новыми добрыми делами, а значит для блага республики, ее многонационального народа, а значит для нашей любимой России. И я, как глава республики, приложу для этого все свои силы, знания и опыт. У него много друзей и последователей. Светлая память о Валерии Ивановиче Чептынове на многие годы сохранится в сердцах тысяч людей с благодарностью и преклонением. Он достойно прожил земную часть жизни. Достойно. Все наветное сгинет. Он верный сын алтайского народа. Траурный митинг памяти в связи с кончиной председателя правительства
члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутата Республики Алтай Валерия Ивановича Чептынова объявляю открытым. Слово предоставляется Михаилу Захаровичу Гнездилову, первому заместителю председателя правительства нашей республики. Дорогой Валерий Иванович, дорогие родственники и соотечественники, простое человеческое сознание пока не в состоянии соизмерить ту утрату, которую мы понесли. Скончался большой человек. Все, что было сделано в бывшей Горно-Алтайской автономной области, а затем в Республике Алтай за последние 20 лет, связано с именем этого человека. Валерий Иванович был руководителем крупномасштабным. Все, кто долгие годы с ним работал, для них слово Валерия Ивановича являлось законом, независимо от того, находясь в какой должности он это говорил. Потому что его решения были продуманы, взвешены, авторитетные. Он умел видеть перспективу и глобально мыслил. Одним из таких вопросов, целью его жизни была Катунская ГЭС. В народе уже давно ее называют Чептыновской. И можно не сомневаться, что эта ГЭС рано или поздно будет построена. И она будет называться его именем. Мне было дано очень трудное поручение принять тело и сопроводить его на родину. Сомнений в диагнозе быть не может. Остановилось сердце от той огромной нагрузки, которую он нес. Врач, с которым я беседовал, сказал, он мог бы жить еще долго, если бы вовремя ходил в отпуск и немножко подлечивался. Валерий Иванович не делал этого, потому что ему всегда было некогда. Валерий Иванович любил людей, и люди ему платили тем же. Поэтому наша любовь к Валерию Ивановичу, наше уважение, я думаю, станет тем самым памятником, который он о себе оставил. Прощай, дорогой Валерий Иванович. Федерального собрания России, главе администрации Алтайского края. Уважаемые родственники, дорогие товарищи, сегодня мы прощаемся с безвременно ушедшим от нас нашим другом, товарищем Валерием Ивановичем Чептыновым. Вся его жизнь неразрывно была связана с делом служения народу. Вся, именно вся. Мы с ним знакомы очень давно. Еще с лет, когда он начинал свою первую настоящую серьезную работу в Кош-Агачском районе, еще тогда бывшей Горно-Алтайской области. И уже тогда проявилась его мудрость, человечность, желание сделать лучшее и отдать все свои силы на благо улучшения жизни. Конечно, горечь сегодняшней утраты, тем более утраты о безвременно ушедшем человеке, который мог бы еще долго жить и сделать очень многое для своей республики, на благо всей России, безусловно, трудно разделить такую горечь. И поэтому я от имени Совета Федерации, от имени всех сибирских территорий, входящих в Ассоциацию Сибирское соглашение, от имени Алтайского края всех его жителей, выражаю глубочайшее соболезнование семье Валерия Ивановича, всем жителям Республики Алтай, и надеюсь, и сделаю сам, что возможно сделать, чтобы все начинания и дела Валерия Ивановича были продолжены. Прощай, Валерий Иванович, пусть земля будет пухом. Начальника территориального управления президента Сергею Александровичу Шаповалову. Дорогие друзья, маленькая республика Алтай
и большая страна под названием Россия потеряла в одночасье замечательного человека, с именем которого много людей связывало свои надежды на будущее. И это не просто красивые слова, это не просто потому, что в такие минуты, когда мы прощаемся с ушедшим от нас человеком, нужно говорить хорошие слова. Нет. Это просто потому, что Валерий Иванович Чептынов был действительно выдающимся государственным деятелем. Вот так случилось, что Валерий Иванович первым в новейшей российской истории, первым среди действующих руководителей регионов России ушел из жизни, ушел от нас, но он и первым же оставляет о себе прекрасную, красивую страницу в этой российской истории. Он, как лидер республики, как член Совета Федерации, как депутат Республики Алтай, как человек, беззаветно отдававший себя работе и принявший смерть на посту. Все слова горечи, боли изложены в телеграммах в адрес народа Республики Алтай от президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, от председателя правительства России Виктора Степановича Черномырдина. И я уверен, что светлая память о Валерии Ивановиче Чептынове сохранится надолго в сердцах тех, кто работал с ним, сохранится в сердцах и душах тех, кто имел счастье жить рядом с ним. Пусть земля ему будет пухом. Уважаемые товарищи, друзья, земляки, сегодня мы прощаемся с Валерием Ивановичем Чептыновым, человеком, имя которого неразрывно связано с Республикой Алтай. Работая с ним в Государственном собрании Эл-Курултай, а затем в Федеральном собрании, мы видели, как в Государственном собрании Эл-Курултай он смог создать президиум, в котором совместить мудрость и опыт старейших депутатов, энергию и, может быть, даже максимализм молодых. И вот в результате этого в нашей республике были приняты законы, которые были приняты впервые из всех субъектов Российской Федерации. Но, несмотря на это, эти законы были оценены специалистами Государственной Думы очень высоко, поскольку они были проработаны, взвешены, соответствовали законодательству Российской Федерации. Для жителей Горного Алтая имя Валерия Ивановича Чептынова связано с тем миром, спокойствием, межнациональным согласием, которым мы гордимся, которое есть в нашей республике. И мы, его товарищи, соратники, коллеги по работе, должны сделать все то, чтобы то дело, которому служил Валерий Иванович Чептынов, осталось. Пусть будет ему пухом земля священного Алтая. Харудерлештер, Надилар, уважаемые друзья, земляки, сегодня древняя земля Алтая поражается его сыном Валерием Ивановичем Чептыновым. Валерий Иванович Чептынов, как здесь сказано, стал одним из виднейших, я считаю, государственных, общественных деятелей России и Республики Алтай. Я рад, что мне пришлось с ним почти 10 лет, начиная с 4 ноября 1988 года, когда его избрали председателем областного совета, мне секретарем. И с тех пор мы вместе работаем, и те большие решения, принятые эти годы, законы сделаны. В чужих кабинетах, неоднократных встреч, разговоров я узнал характер Валерия Ивановича. Действительно, этот человек сегодня, можно сказать, большой буквы, человек душевный, понимающий, прощающий те обиды, которые ему были нанесены. Человек мыслящий, мудрый.
и в результате его действий были приняты ряд важных законодательных, это подписание федеративного договора, это декларация государственного суверенитета, это Конституция нашей республики, другие важнейшие. Да. Об огромном авторитете Валерия Ивановича свидетельствует о том, что начиная с траурного зала центральной клинической больницы, где присутствовало более 200 человек, и сегодня, когда тысячами толпа прощает с Валерием Ивановичем, когда огромное количество телеграмм, сочувствий, соболезнования поступили в адрес нашей республики, семьи Валерия Ивановича, это тот талант долга ему. Я лично считаю, что его бессмертная смерть последовала от того, что это была большая нагрузка по работе без отдыха. В течение нескольких лет Валерий Иванович не имел отпуска, практически не отдыхал. Это одна причина. Но вторая причина, вы знаете, в течение последних лет шла целенаправленная нападки, необоснованное обвинение, брюзжание, спускание всяких слезливых таких змеиных ядов в его адрес. Целенаправленно вас некоторым средством массовой информации, то обвинение, которое он не сослушивал. Я сегодня вам со всей официальностью могу подтвердить, все это ложь, потому что никогда о чем говорилось, я не слышал и не видел и не знаю. Поэтому все это останется тех, кто говорил об этом на их совести. И прощаясь сегодня Валерием Ивановичем, хочу подчеркнуть о том, что мы продолжим его дело. Друзья мои, давайте закончим теми разногласиями, трениями, которые сегодня существуют между различными группами, депутатскими, кланами и так далее. Я еще момент хотел подчеркнуть о том, что Валерий Иванович, как председатель Государственного собрания, сумел сглаживать нас, депутатов, найти то решение, которое нужно было, своим остроумием, смехом, сумел погашать напряженность, возникающую в ходе сессии. Вот я думаю, это тоже большая заслуга Валерия Ивановича, не только как философа, оратора. Я думаю, что Валерий Иванович умел говорить со всеми, начиная от ребенка, специалистами разными отраслей народного хозяйства, учеными, дипломатами, везде он находил слово доброе и так далее. Поэтому сегодня такого руководителя нашей республики, который обладал таким талантом, организаторским умением, все видеть перспективы, у него идей, планов было очень много. К сожалению, сегодня они остались вместе с ним. Я думаю, его последователи это сумеет осуществить в жизни. Прощаюсь, Валерий Иванович, от имени депутатского корпуса примите семья, значит, Антонина Осиповна, мать, дети, все родственники, глубокое соболезнование. Депутатский корпус в целом никогда не забудет дела Валерия Ивановича Чаптынова. Пускай наша родная алтайская земля будет ему пухом и постелью, подушкой, он пускай спокойно спит, а мы его не забудем. Спасибо. Уважаемые друзья, позвольте мне по поручению главы администрации нашей Новосибирской области, председателя Совета Ассоциации Сибирского соглашения Виталия Петровича Мухи высказать самые искренние соболезнования всем вам, всем землякам Валерия Ивановича, его товарищам по работе, его друзьям и прежде всего близким родственникам Валерия Ивановича, его маме, его супруге, его детям. Смерть каждого человека – это большая трагедия для тех, кто окружал его в жизни. Но смерть такого человека, как Валерий Иванович Чаптынов, отозвалась болью в сердцах сотен тысяч людей, и его земляков, граждан Республики Алтай, и очень многих людей далеко за пределами Горно-Алтайска и Республики Алтай. Мне посчастливилось в 70-е годы вместе с Валерием Ивановичем работать на комсомоле. Я первым секретарем Новосибирского горкома комсомола, он первым секретарем Горно-Алтайского обкома комсомола. И уже в те годы, когда он был совсем молодым человеком, 24, 25, 26 лет,
Он вызывал уважение не только у своих коллег, комсомольских работников. Он вызывал уважение у старших товарищей, у многих своих земляков, у многих своих сограждан. И прежде всего вызывал уважение огромной работоспособностью, энергией, целеустремленностью, умением в любой обстановке и при любых ситуациях достигать своей цели. Он много доброго сделал для своего народа, для Республики Алтай. Много дел, которые уже имеют, как говорится, большой задел, реализовать ему не удалось. Но я уверен в том, что и Катуньская ГЭС, и решение острых социальных проблем с помощью Сибирского соглашения, при поддержке всего Сибирского соглашения, будут решены, и они станут памятником Валерию Ивановичу Чептынову. Но самым нерукотворным памятником Валерию Ивановичу будет светлая память сотен тысяч людей, для которых он сделал много добра. Причем не разумом это добро делалось, оно шло от души. Это матерью, отцом и Богом данное свойство этого человека нести добро всегда и всем, с кем бы и где бы он ни обходился. Светлая память тебе, Валерий Иванович, пусть земля тебе будет пухом. Кайран, біздің Валерий Иванович, Алтай елдің жарқынды ұлы, алып атыры, айлы күнді Алтайдан сен үргелге үйдешіп, екі көздің жасын төгіп, қарқан істі бүгін айтып тұрыз. Қашан да қайда да жүрсе, күн жарқынды күлімжілі, қару жүректі, ойғыр саналу, ең талдама батырыс болған. Емді біз оны да қолыстан салым бұлап, жеткір байса, салым құдайға барды. Валерий Иванович, біздің жерістің омар қойыстан батыры, оны мен бұдысым, ар жанан бұқат өйге, құдай салым беріп, албатысын арғатасын деп. Оның үшін ол, ел халық үшін жүгіріп, іштеніп түнді түшті, көркей батырыстың жүрегі тоқтап қалды. Осы чақта чылап біз алып атырыласты бүгін исығыртылды шәдіріс. Де, оның керегін байда істінен арақ түсіреріс. Жаңыз, біз қарық тұран емеріс, Алтайдуларыз, айлы күнді бұл ақ жарық. Біздің албаты біз рақ сұртарда болыс, түрендіғандар, мұңдар долылыс. Ол үшін ғары екі көзін жашын төкіліп тұру. Валерий Ивановичті бастыра Совет Союз білетін. Оның бастыра жерді менің қоша түрген, ол қандайда президентлі ұшындашын ер, қандайда ұшынында сөзді тағы ер, қалапту, қайраны көрін. Я хотел бы сегодня сказать, друзья мои, мы провожаем блестящего, прекрасного человека, мудреца, руководителя, алтайского, солнечного человека. Человек, который всю жизнь нес людям свет и добро. Кто его несет, это великий груз, этих людей иногда не выдерживает, то есть отказало сердце. Где бы он ни был, в какой бы стране, где, в каком регионе, он свой горный Алтай, его дух, его души нес достойно, высоко. И всегда он светился лучезарным светом. Мы, как обычно, теряем, плачем. Когда есть, не ценим. К сожалению, хочу сказать, что сегодня, как бы ни было трудное время, люди должны остаться людьми, человек должен остаться человеком, а не превратиться в сатанинство и сатаной, чтобы погадить или как-то оскорбить другого. Есть талант, борись честно, достойно, и побеждай. Это как в любом в этой жизни мы должны были беречь нашего Валерия Ивановича. Я думаю, душа его улетела в мир, параллельный, мир иной. И я надеюсь, что в том мире он нам будет сошитой, нам будет он вечным другом. Его последний раз на его светит солнце, последний раз мы смотрим. Но и он, его душа, он как солнечный лучик, греть будет наши сердца,
И давайте я хочу сказать, как бы то ни было трудно, друзья мои, земляки мои, вся Россия должна помниться, опомниться все же беречь людей, кто сегодня работает на благо будущего, а не охаивать, не оплевывать, не отрезать крылья, а поднимать на руках и сказать, Таша, моя маленькую силу, которая не может, Таша, травинку сорвать, пусть это тебя поднимет. Я хотел бы сказать, но я думаю, могу сказать много, но и мое сердце болит сегодня. И я лично знал, считаю своим личным, великим другом, который моей судьбе, судьбе моих друзей сыграл немалую роль. И вот все равно будем ужаться. Пусть Валерий Иванович не считает в том свете, что мы такие слюнтяи, что такие слабые. Нет, Валерий Иванович, твое имя чистый, честь не останется на этом свете. И за это я верю, за это я могу дать клятву. Потому что такие люди плохого не могут делать. И так он раньше, как богатырь в битве чумой отдал свое сердце. Сказал он, если вам надо мое сердце, люди, берите его. Если живой не нужен был я, берите его сейчас. Также умершего сердца будет служить нам. Валерий Иванович, прощай, дорогой друг, советник, брат, блестящий человек, мудрец, поэт. Я думаю, твою поэзию мы поднимем сейчас. Он, может, талантливый многие из нас, который называет себя поэтом. Душой он был поэтом. Где, Валерий Иванович, арқан болып, алдыңар болып, ақжарықтан қайраны көрім жүрер, төрелеріне, қарындаштарына, жуықтарына қайра бұрылба. Баратан жеріңде, ол Алтайда ол жерде жақсы жүр. Жақсы болсын, жүргізуге. Слово, уважаемые товарищи, друзья, командование, военный совет, воины Сибирского военного округа разделяют тяжелую трату, постигшую народ Горного Алтая в связи с бесвременной кончиной председателя правительства Республики Алтай Чептынова Валерия Ивановича и скорбят вместе с вами. В рассвете сил и творческой энергии ушел из жизни человек, с именем которого связано неразрывно становление государственности на земле Горного Алтая, экономическое, духовное возрождение его народа. На протяжении всей своей трудовой деятельности, особенно занимая ключевые руководящие посты в республике, Валерий Иванович уделял повседневное внимание и вопросу укрепления обороноспособности нашей страны, и повышению боевой готовности войск Сибирского военного округа. С его непосредственным личным участием всегда успешно, плодотворно решались вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и призыва ее на военную службу, мобилизационной готовности материально-технического снабжения войск нашего округа. Валерий Иванович был желанным и частым гостем в коллективах военнослужащих Бийского, Новосибирского, Юргинского гарнизонов Сибирского округа. Он всегда интересовался, как проходят службу посланцы Горного Алтая. Материально-духовно поддерживал их части, их подразделения, где они проходили службу. Мы всегда считали и будем считать подполковника запаса Чептынова Валерия Ивановича своим товарищем по оружию, другом и единомышленником. Он запомнится нам как умудренный опытом государственный деятель, патриот своего народа, надежный товарищ, добрый и обаятельный человек. Выражаем искреннее соболезнования семье усопшего, родным и близким, всему народу Республики Алтай. Память о Валерии Ивановиче Чептынове всегда останется в наших сердцах, пусть земля ему будет пухом.
Karını kırdır, kardeşler. Valeri Ivanoviç'te benim kişine tutulan bir arı bilirim. Ki koca, işlediğiniz koca aşkı 2 yıl. Koldan kolga. Ben pisat rayisполкома, o bana yetiliştiğim olsa жаңа yeni başladı Moskvadan gelgen. Baştaki iktidar raykom partiyanın bolıştırgan. O bir damır yok bolgan. Kelgen boyunca attı, joyu, samolyottu, vertolyottu, bastıracan, koşağaç, aymaktı bastırasını birgen. Tukarguttan beyin, koktan beyin, duku bastıra granitsen birip, albatla tanışıp, yoluşup, koldan olga çaylap, uçundajıp, albatının türmünen başlagan boyun işini üren kelele. O üstelik iyice güçlü cam olgan, sanası da büyük olgan, planları da cam olgan. Sonra koca oldu, ola 2 yıl işlediz. Onu keyin de bu Kanada'ga delegasyada koca barıp girdiz. Kız canım. Ненаглядный мой. Умница моя. Папочка наш. Проходите, пожалуйста, вот в ту сторону. Мы вязали тем, кто закапывать будет могилу, кто здесь работает.